У тракторостроителей состоялся второй слет председателей первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений Чувашской Республики. На слет собрались почти 900 человек. Из них 814 – это председатели первичных профсоюзных организаций. Здесь будут представлены их председатели, общественные корреспонденты, затем общественные инспектора по охране труда, правовые инспектора. Также сегодня на слете у нас будут присутствовать 26 организаций, районов и городов, их председатели, председатели первичных профсоюзных организаций, вузов, техникумов. Среди участников слета оказалась и Татьяна Ивановна Улинды, председатель Красночитайской районной организации профсоюза образования. По итогам 2015 года их организация была занесена в Книгу почета Общероссийского профсоюза образования. Татьяна Ивановна и ее коллеги рады тому, что у них есть возможность поучаствовать в слете, ведь они продолжают активно работать и поддерживать отношения с социальными партнерами. Мы активно участвуем в конкурсах. У нас главный внештатный технический инспектор Алена Васильева заняла первое место в конкурсе внештатных технических инспекторов. У нас президиум активный, молодой. У нас очень хорошо налажена работа с социальными партнерами. Наш главный помощник – это заместитель главы администрации, начальник отдела образования Игорь Несторович Живоев. И у нас подписано соглашение между отделом образования и нашей профсоюзной организации по улучшению условий социальных гарантий работников системы образования. Наряду с опытными профсоюзными работниками в слете участвовали и их начинающие коллеги. Так Наталья Шипицына только недавно стала председателем первичной профсоюзной организации во Дворце детского и юношеского творчества города Чебоксары, но уже почувствовала, как нужно работать профсоюзному лидеру в большом и творческом коллективе. Я как новый председатель профсоюзной организации стараюсь все-таки все больше внимания уделять проблемам, каким-то важным вопросам нашего коллектива. Большое внимание я уделяю именно оздоровлению, что наши педагоги, я бы сказала, большой скидкой от профсоюзной организации имеют возможность оздоровления в наших санаториях, каких-то учреждениях оздоровительных, что очень, конечно же, идет педагогам на пользу. Мы, конечно, с большим удовольствием участвуем во многих мероприятиях. Мы уже занимали призовое место в конкурсе на лучший коллективный договор. В общем, ведем очень активную работу и стараемся все-таки постоянно развиваться, совершенствоваться, достигать новых успехов. Слет открыла председатель Чувашской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Зинаида Николаевна Степанова. В своем выступлении Зинаида Николаевна отметила, что и в 2018 году Общероссийский профсоюз образования остается одной из крупнейших общественных организаций страны. И что, начиная со своего основания, с 1990 года, профсоюз защищает, сопровождает и охраняет работников образования. Много внимания нашим профсоюзам уделяется улучшению условий труда работников отрасли. Наши внештатные инспекторы, уполномоченные правкомов по охране труда, как ангелы-хранители, оберегают жизнь и здоровье работников и обучающихся. Профсоюз всегда готов помочь каждому члену профсоюза, если нарушаются его законные права. Профсоюз рядом с работниками всегда, как мы говорим, от рождения до самой кончины. И это единственная организация, которая разделит и радость, и горе, и это профсоюз. Участников слета приветствовали социальные партнеры профсоюза. Со словами признательности к собравшимся обратилась исполняющая обязанности председателя Союза Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов Чувашрессовпроф Ирина Николаевна Филиппова. Члены профсоюза образования очень активные и всегда впереди. Это и по количеству мероприятий, которые вы проводите в год, и по участию в различных конкурсах, например, которые проводим мы, и лучший молодой профсоюзный лидер, и лучший коллективный договор, наше спортивное мероприятие спартакиады трудящихся. Представители профсоюза образования, если не победители, то не обязательно занимают призовые места, и это здорово. Мы надеемся, что ваша профсоюзная организация и в дальнейшем будет такой же сильной и активной и приложит все свои усилия, чтобы добиваться достойного уровня жизни работников и членов их семей.
С приветственным словом к профсоюзным лидерам республики, педагогическим работникам, обратилась заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской республики Алевтина Николаевна Федорова. Без вас, уважаемые коллеги, мы не можем осуществить те задачи, которые перед нами ставит государство. Мы с вами должны успевать развиваться на уровне вместе совместно с государством, с обществом. Мы должны с вами успевать на уровне наших детей. На сегодняшний день наши дети очень интересные, очень продвинутые. И поэтому именно вы, дорогие наши воспитатели, дорогие наши учителя, делаете все для того, чтобы наши дети стали такими, какие они есть. Именно от них, соответственно, в будущем будет зависеть все будущее нашего государства. Я хочу от всей души вам выразить большую благодарность за такую работу, за ваше творчество, за ваше умение, за вашу целенаправленность, терпение. За все вам большое спасибо. Хочу вас от всей души поздравить со всеми праздниками, пожелать вам здоровья, удачи, успехов и всех благ вам. На слете царила праздничная торжественная обстановка. Звучало много добрых слов, поздравлений и, конечно, не обошлось без церемонии награждения. Среди тех, кто был награжден грамотой Чувашской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, Леонид Викторович Белов, директор Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий Минобразования Чувашии. Профсоюз – это сила, профсоюз – это коллектив, это помощь, это надежда наша и уверенность в завтрашнем дне. Профсоюз была всегда самая родная и близкая организация. Поэтому, где бы я ни работал, я старался всегда людей собирать не только приказом, но и через профсоюзную организацию. Профсоюзная организация, она не приказом директора людей объединяет, а взаимопомощью, душевной теплотой, взаимовыручкой. Дай Бог долго-долго процветать и крепнуть, развиваться нашей профсоюзной организации работников образования. Второй слет председателей первичных профсоюзных организаций образовательных учреждений Чувашской республики получился ярким и удивительно душевным. Произошло это потому, что проходил он в период празднования профессиональных праздников, Дня работников дошкольного образования, Дня учителя, потому что проходил он под эгидой дня рождения профсоюзной организации и, конечно, потому, что собрались на слет неравнодушные, трудолюбивые и искренние люди, которые выполняют свою миссию. Великая миссия – быть профсоюзным лидером.